Здравствуйте, уважаемые читатели Коми-Информа. Сегодня в нашей студии главный режиссер театра оперы и балета Коми Илья Семенович Можайский. В его режиссерском багаже музыка прошлого и настоящего, произведения от Тоски до Летучей мыши. Будучи студентом, Илья Семенович начинал в театрах Москвы, Магадана, Иваново. Продолжил работать в экспериментальном театре Екатеринбурга, потом в Оренбурге, а сегодня работает в двух театрах. В музыкальном академическом театре Станиславского и Немировича Данченко и театре оперы и балета Коми. Свой юбилей Илья Семенович 22 мая отмечает в Сыктывкаре. И у нас есть удивительная возможность узнать, как пройдет день рождения и раскрыть его режиссерские секреты. Илья Семенович, как отметите день рождения? Мы хотим с женой походить по городу. Мы очень любим Сыктывкар. Нам очень нравится парк, в котором мы гуляем. Там есть шашлыки очень вкусные. Я с удовольствием отмечу этот день именно прогулкой по городу Сыктывкару. Потому что это удивительный город, удивительно прекрасный воздух, прекрасная зелень. И нам с женой очень здесь нравится. И поэтому с удовольствием походим, отметим так мы. С пьедестала такого солидного опыта какое главное достижение отметите и к чему будете стремиться теперь? Простой вопрос. Прежде всего, что получилось, чем я доволен? По прошедшим многих лет я доволен тем, что все спектакли, которые я ставил, у меня нет практически спектаклей, которые не нравятся зрителям. Для меня вот это такая галочка. Потому что у режиссеров бывают неудачные спектакли, бывают удачные спектакли. Какими-то я доволен, какими-то не очень доволен. Вот. Но тем не менее, ни одного спектакля провального у меня не было. Так, чтобы он был отторгнут зрителям. Я часто себе задавал вопрос, с чем это связано. Потому что наверняка в том, что я всегда хочу ставить спектакль, который имеет отклик в зале. Если в зале нет отклика, потому что есть режиссеры, которые работают, так сказать, ради эксперимента. Им интересно, а зритель им не важен. Я не могу ставить свои работы, ставить спектакли, если у меня нет отклика в зрительном зале. Для меня это очень важно. И по ходу своей, творческой жизни я столкнулся с тем, что всегда те спектакли, которые я ставлю, они практически находят отклик в зрительном зале. Для меня очень важно, потому что я считаю, что не бывает спектаклей без эмоционального начала. Спектакли должны вызывать эмоцию. Конечно, они должны быть интересными, современными, умными, но обязательно должны быть эмоциональными. И если мне удается через актеров, потому что я потом сделал свою работу, сижу в зрительном зале, переживаю, но если актеры доносят эту эмоцию в зрительный зал, она получает отклик, для меня это, я считаю, это и есть то достижение, к которому я стремился. То вкратце, чем я могу сказать, потому что есть еще вещи, которыми я горжусь, потому что есть театр, который я создал с нуля, потому что когда я приехал в город Екатеринбург, тогда еще Свердловск, сначала начинал в Свердловском театре под руководством народного артиста СССР Владимира Курочкина, знаменитый, который создал Свердловскую оперетту. И мне удалось под его началом начинать работать. И потом, когда уже я на какое-то время уезжал в Ижевск, работал в Ижевске и вернулся в Екатеринбург, мне удалось создать свой экспериментальный музыкальный театр. Это был спектакль, который я создал с нуля буквально. Он существовал на базе Уральской консерватории, там очень хорошая площадка, там есть и оркестровая яма, и штанкетное хозяйство, есть оркестр, и есть очень много солистов, там очень хорошая вокальная школа. И мне удалось там создать свой экспериментальный театр, который даже потом был выдвинут по двум спектаклям на «Золотую маску». Мы были по одному спектаклю мы были номинантами «Золотой маски», за второй спектакль мы получили «Золотую маску». И это говорит о том, что не просто такой какой-то начинающий театр, а театр, который имел очень высокий уровень. А потом со временем так получилось, что я уехал в Москву и начинал уже работать там. Это сыграло какую-то роль, что потом вы были в жюри? Да, потому что дело в том, что
когда мы несколько спектаклей тогда привозили на Маску, и они были очень высоко оценены критикой, вот, меня пригласили в жюри «Золотой маски». Маску возглавлял Владимир Урин. Он сейчас является генеральным директором Большого театра. Мы тогда еще познакомились с ним, а он в то время еще был директором театра Станиславского Мировича Данченко. Так наше завязалось знакомство. Плюс еще главный режиссер и художественный руководитель оперы этого театра, с которым мы начинали оба в Свердловске тогда, потому что он уехал в Москву, видел мои спектакли. И когда мой театр, который получил «Золотую маску», закрыли, так уже получилось, да, мы получили «Золотую маску», и нам сказали, нет финансирования, нет возможности. Это был единственный театр в России, который был закрыт. Вот. И меня пригласили потом в Москву. Я работал в театре Станиславского уже. И работаю там уже очень долго, 2004 года. В этом году, на следующий год будет 20 лет, как я работаю в этом театре. Вот. А потом со временем получилось так, что и пригласили сюда поставить спектакль, а потом и мне очень понравился город, понравился театр, и потом я стал здесь тоже режиссером. Вот поэтому не терпится спросить, какие у вас планы в Коми? Будете ставить Фауста? Вы знаете, всегда, когда выбирается репертуар театра, мы как бы очень многие критерии, по которым приходится выбирать репертуар. Это прежде всего, есть ли исполнители в труппе, которые могут спеть тот или иной материал. Потому что все спектакли, которые мы брали в репертуар, естественно, я сразу прикидывал, если у меня, предположим, вот мы ставили Тоску, если у меня Тоска, если Каварадоси, кого-то можно пригласить на спектакль, да, в крайнем случае. Вот. По Фаусту могу сказать одно. Если постараться, то у нас будет несколько составов Фауста. Почему мы остановились на этом названии? Потому что есть прекрасные лирические тенора, которые могли бы спеть Фауста. Есть молодой Фауст, есть Фауст более опытный. Вот. Есть баритоны, которые могли бы спеть и Валентина. Вот. Вся загвоздка была в том, что есть одна роль в этом спектакле, одна партия, которая очень сложна. Это роль Мефистофеля. И прежде чем приступать к этому материалу, я разговаривал с солистами, и они мне показывали, могут ли они спеть Мефистофеля, арию там, или еще другие куски. И когда я понял, что это может осуществиться, тогда вот в планах возник Фауст. Сейчас просто на данный момент мы немножко отложили, потому что хочется... У нас сейчас приехал коуч, с которой сам работает в нашем театре, она Сыктывкарская, она работает в Италии. Вот. И она сейчас здесь, и она поможет нам выпустить этот спектакль. И я очень хотел бы, чтобы этот спектакль был очень высокого уровня. А тем более, что если спектакль будет ставиться на языке оригинала, то это надо очень хорошо владеть французским. Часто задают вопрос, почему на языке оригинала. Дело в том, что если ставить спектакль на русском языке, то возникает несколько проблем. Первая проблема – это то, что если кого-то хочешь потом пригласить в спектакль, кого-то очень хорошего солиста, а вы знаете, что наш город здесь не очень большой, вот, ну, показали спектакли 5, да, вот мы как бы, а дальше что? Дальше хочется, чтобы кто-то приехал и в этой партии, так сказать, заинтересовал зрителя Сыктывкарского. И тут возникает вопрос. Дело в том, что в основном этот спектакль везде идет на языке оригинала. Это вот так же было по Тоске, потому что мы потом приглашали очень хороших солистов. И естественно, вот, а как же зритель, который приходит в Сыктывкарск, он хочет знать, о чем спектакль. И сейчас нам очень помогает титр этого спектакля, которые сделаны сейчас очень удобно. Они раньше были очень неудобны, они были под потолком, а сейчас сделали экраны с двух сторон. Так получается, что глаз всегда идет слева направо обычно. И зритель не только смотрит, но и заодно прекрасно может ориентироваться, о чем поют и так далее. И поэтому проблемы большой не возникает. Но дело в том, что исполнение языка оригинала позволяет поднять спектакль на очень высокий уровень, потому что композитор, который писал на конкретный текст, он в музыке закладывал музыкальную драматургию конкретных нот. И когда человек
поет на языке оригинала, там другая система выразительности. Там всегда очень музыкальным получается, высокий по уровню музыкальности спектакль. И поэтому сейчас очень многие стали ставить на языке оригинала. Это одна из причин. Дело в том, что театр развивается, музыкальная культура развивается, на это влияет европейская школа и мировая музыкальная культура. И сейчас практически все спектакли играются на языке оригинала. Это уже связано с тем, что очень большие запросы по исполнению, уровню музыкальному исполнению музыкального материала. Вот такая сложность, почему мы столкнулись с Фаустом. И даже сейчас, когда будем ставить Фауст, у нас будет несколько составов. Естественно, в дальнейшем я уже сейчас разговариваю с какими-то очень интересными исполнителями, которые смогут приехать и также блеснуть в этом спектакле. Хочется, чтобы спектакль получился интересным, а этот материал очень сложный. Дело в том, что это настоящий драматург Гёте, это знаменитый композитор Гуно. Вот. Но дело в том, что мы должны поставить так, чтобы это было интересно с точки зрения философии. Мы, режиссеры, всегда мечемся как бы между двумя такими составляющими, когда начинаем делать спектакль. Или спектакль ставить для зрителя, или ставить для критики. Это часто так бывает, да, потому что сразу возникает как бы две проблемы. Проблема для зрителя. Зрителю должен нравиться спектакль. Он должен быть красивый спектакль, он должен быть современный. Значит, я с одной стороны должен найти какие-то элементы современности, какого-то дизайна, костюмов, мыслей, какого-то подтекста. А с другой стороны, чтобы не нарушить музыкальную драматургию. Режиссеры, которые ставят спектакль для критики в основном, они исходят из того, что можно делать с музыкальным материалом все, что угодно. Можно вырезать кусок музыки, можно переставить местами. То есть создается свое совершенно другое произведение, которое часто мешает музыке и воюет с музыкой. Хорошего от этого во многом ничего не получается. Но, тем не менее, я, так сказать, себя считаю не совсем консервативным человеком. Вот есть режиссеры, которые ставят очень традиционно. Я стараюсь все равно найти какой-то современный ход, но так, чтобы не нарушить музыкальную драматургию. В этом вся сложность. И в этом, наверное, моя профессия, потому что я прошел хорошую школу в ГИТИСе, был знаменитый такой дирижер Акулов, который нам преподавал основы музыкальной драматургии. И вот он исходил из того, что надо найти интересное решение, но в музыке заложен эмоциональный строй, в музыке заложена музыкальная драматургия, и нарушать ее нельзя. Надо искать современные ходы для того, чтобы делать интерпретацию музыки, чтобы она зазвучала, может быть, чуть острее, может, чуть-чуть лиричнее, но тем не менее надо исходить из того, что дает прежде всего музыкальный материал. В этом, наверное, ваш секрет и заключается, что ваши спектакли нравятся публике. Вот тоже вот этот все-таки современный подход, он есть. А я начинала ходить в театр оперы и балета Коми как раз 15-16. И вот и я начала погружаться. И вот я с уверенностью могу сказать, что вот стремление все-таки что-то современную изюминку какую-то добавить, это, наверное, вот один из секретов, почему публике нравятся спектакли. Вы же говорили, да, в начале, что отклик находят абсолютно все произведения. Илья Семенович, вы уже начали отвечать на этот вопрос, но хотелось бы немножко поглубже окунуться в эту тему. У вас очень интересная творческая судьба. Вы родились в Риге, закончили ГИТИС, получили почетное звание гражданина города Севиньи-ле-Тампль, Франция. Наверняка вы знаете, что изменилось в театре как таковом за это время и что сегодня более востребовано публикой: классика, эксперимент, может, что-то еще? Вы знаете, конечно, публика приходит разная на спектакли. И я, например, очень доволен тем, что сейчас в последнее время стало очень много молодежи в театре. Это говорит о том, что молодежи нравится, и она находит какие-то современные какие-то акценты, которые мы в театре пытаемся им передать для того, чтобы выразить себя. То есть умеем разговаривать с ними на их языке. Тут есть много проблем. Одна из них – это то, что часто в театре современном, а я все-таки прошел хорошую школу
и драматического театра. Я еще подрабатывал в театре Маяковского, и потом начинал и работал у Владимира Акимовича Курочкина, который был блистательным педагогом, работал с актерами как педагог. Мало того, я еще и работаю вместе с Александром Борисовичем Тетелем, который имеет свой курс в ГИТИСе, и в то же время он пропагандирует школу органического существования актера на сцене. Понимаете, есть такая вещь, что если просто петь на сцене, то это получается концертное исполнение, это не театр, это концертное исполнение, это, так сказать, филармония. А если исходить, что это все-таки театр, то тогда должно быть полное погружение актера в свою профессию. Настоящие оценки. Это должно быть подлинное пение, именно умение действовать текстом музыкальным. Это очень сложно. Это не все актеры умеют. К сожалению, школа современного воспитания актеров музыкального театра очень страдает. Это почему возникло очень много при Большом театре, при Мариинке. Сейчас возникли академии, которые обучают молодых артистов. Их надо довести, надо, чтобы они умели работать на высоком уровне. И это то, что приходится делать мне как режиссеру, потому что надо, чтобы зритель поверил актеру, который он заразил его в зрительном зале, чтобы действительно вот он подлинно страдает, он подлинно переживает и так далее. Тогда зрительный зал заражается, становится совсем по-другому. Он начинает погружается и немножко какой-то как в транс вводится. Для этого нужно, вот как в драме, по-настоящему петь и существовать на сцене по-настоящему. Это сложно. Это такая очень большая работа, потому что мне приходится выполнять работу не только как режиссера-постановщика или режиссера-интерпретатора, потому что, естественно, хочется современный какой-то ход придумать спектакль и так далее, но еще огромную педагогическую работу провести с актерами. И я очень доволен нашей труппой, потому что труппа уже верит мне, она податливая. Многие актеры раскрылись в своих ролях. Для меня очень приятно, потому что у нас есть такой здесь конкурс Ермолина, и я очень горжусь, что многие актеры стали лауреатами этого конкурса, потому что, значит, моя работа не напрасна, и они достойно сделали свои актерские работы. И к этому, конечно, приложить пришлось руку мне, там, концертмейстеру и всем, кто работает на театр. У нас очень дружно идет работа в театре, у нас как-то так нужно, балетмейстер подключается, нужно. Даже тот же световик, я говорю, мне нужна атмосфера на сцене, никаких проблем. Она мастер, она сделает все, чтобы актеру удобно было существовать на сцене. Есть такое правило золотого коромысла, я считаю, в музыкальном театре. Это должно быть так, чтобы с одной стороны было очень хорошо музыкально исполнено, очень хорошо актерски исполнено и очень хорошо спето. Ну и соответственно, должно быть очень красиво на сцене и поставлено с философией определенное решение оформления. И тогда вот это все уравнивается, и спектакль выходит на другой уровень, который, конечно, зрителю очень нравится. Вот. А эксперимент ради эксперимента, ну это не всегда тот уровень, который... Он нужен. Театр развивается экспериментами. Но я считаю, что будущее театра в том, чтобы вот как раз найти вот эту золотую середину, когда он, с одной стороны, должен быть современным, а с другой стороны, подлинно то произведение, которое написал автор. За время вашей работы публике посчастливилось увидеть не только мировые премьеры и классические постановки, но и экспериментальные работы, и даже мюзиклы. Почему в Сыктывкаре до мюзиклов не дошли руки? Вы знаете, в своей, так сказать, биографии мне много приходилось сталкиваться с мюзиклом. Я и начинал в театре оперетты у Курочкина. И одна из моих первых работ тоже была такой мюзикл по Мыбра, по Журбину. Это служебный роман, есть такой фильм. Вот по нему был Журбиным написан очень прекрасный текст. И наш спектакль потом прошел очень долго. Он 8 лет прошел, этот спектакль, как мюзикл. У меня были еще мюзиклы, я ставил мюзикл «Моя прекрасная леди» в Ижевске, который тоже очень долго шел. Вот. Есть мюзикл, который я поставил в Нижнем Новгороде. Есть опыт в этой работе. Но я могу сказать одно. Для того, чтобы мюзикл по-настоящему сделать, для этого должна быть готова труппа. Поэтому должен быть универсальный актер, который умеет прекрасно двигаться, который умеет петь в жанре мюзикла, который умеет говорить, так сказать, подавать музыкальный материал в жанре, там очень остро надо все подавать. Плюс еще, естественно, должен быть готовый и
музыкальные составляющие, это оркестр. Потому что, естественно, хочется так, чтобы это было сделано на высшем уровне, а для того, чтобы было на высшем уровне, должно быть все, как вот я сказал, по правилу золотого коромысла, должно быть все очень тщательно сделано. Есть задумки, а тут несколько проблем по мюзиклу. Первое, это я с удовольствием сейчас взял спектакль, который я уже ставил, «Моя прекрасная леди». Потому что на труппу он прекрасно расходится. Есть и актеры, которые могут сыграть, оркестр готов к такой музыке. И очень много есть составляющих, которые чувствуют, что может получиться хороший спектакль. Но есть авторские права, этот спектакль. Дело в том, что сейчас, после того, как Россия вступили в систему авторских прав, настолько сложно сейчас стало выплачивать. И там огромные проценты надо выплачивать за авторское исполнение музыки. И в этом есть сложность. Например, я могу только повторить, если когда-то здесь шел спектакль по новым правилам, если шел когда-то спектакль «Моя прекрасная леди», то повторить мы его можем, восстановить. А новый спектакль я не могу, и мне сразу возникают огромные проценты на постановку. Это первое. Второе – это то, что современные авторы, которые пишут, сейчас вот есть у нас несколько предложений по мюзиклам, вот они, можно договориться каким-то процентом и так далее, но для того, чтобы сделать так, чтобы это прозвучало, для этого, кстати, нужна определенная подготовка. Для этого должен определенный тренинг быть и так далее. То есть я все равно на каждый спектакль я готовлю специально какие-то вещи, которые... Вот, если оперетта, это, предположим, мы ставили оперетту «Бабий бунт», значит, мне нужно было, чтобы актеры научились немножко в народном стиле существовать, немножко по-другому говорить и так далее. То есть приходится выстраивать стилевой спектакль. И в этом есть определенные сложности. И если поставить мюзикл, мне хочется, чтобы он прозвучал, не просто, так сказать, появился один еще мюзикл. Хотя опыт есть в театре, прекрасно идет спектакль «Мертвые души» Пантыкина, «Призрак замка Кантервиль». Но мне бы хотелось, чтобы спектакль был лучше, чем те, которые исполняются, поэтому я очень тщательно к этому готовлюсь. Есть в планах, есть, и хочется обязательно его поставить, и несколько задумок есть. Я думаю, что в будущем обязательно мюзикл будет здесь, потому что актеры очень этого хотят. И потом это очень современно. Вот. Хотелось бы и «Юнону Авось» сделать, но для этого тоже надо к этому готовиться, потому что прекрасная драматургия, но тоже есть непростые авторские права по Рыбникову. Вот. Очень бы хотелось, чтобы в нашем театре шел детский спектакль «Золотой ключик» Буратино. Вот, на музыку Рыбникова, но, к сожалению, там тоже жуткие авторские права. И вплоть до того, что там одни проценты идут за исполнение зимой, другие за исполнение просто в году и так далее. Все хотят зарабатывать, композиторы, понятно, но дело в том, что у нас есть определенные... Мы не можем делать дорогие билеты, потому что у нас все-таки хочется, чтобы зрители шли, посещали театр, а тем более детишки, которые... А потом действительно, авторы имеют полное право получать достойный гонорар за музыку. Другое дело, что сейчас не все композиторы умеют писать достойно так, чтобы можно это было действительно, народ валом повалил бы на это дело и любые деньги бы заплатил. Потому что композиторская школа есть, но она, к сожалению, вот то, о чем я говорил, музыкальная драматургия, не все владеют, композиторы музыкальной драматургией. Так, чтобы это было настолько, чтобы это было действительно революционным событием в театре. Илья Семенович, давайте поговорим о спектаклях, которые уже вышли на нашей сцене. Какие бы из них вы особенно отметили, и над какими было сложнее всего работать? Самым сложным было именно в нашем театре начинать с того спектакля, который я начал первым. Это была «Тоска». Потому что, когда мы приступили к этому спектаклю, мы очень, кстати, замахнулись так высоко и боялись, что просто не поднимем эту планку. Потому что, с одной стороны, надо было сделать очень хорошо, и с другой стороны, и задумка вроде интересная была, все. Но, с другой стороны, настолько вокально сложный спектакль, и все-таки Пучини – это очень сложный композитор.
И когда мы одержали здесь победу, и действительно для меня было очень отрадно, что на спектакль пришел композитор Герцман и сказал, что ему очень понравился спектакль. Для меня это была очень высокая оценка. Почему? Потому что профессионал, который действительно человек, разбирающийся в музыке, сказал, что ему очень понравился спектакль. И он действительно, вот эта работа была, мы очень боялись за эту работу и хотелось, чтобы он получился. И зритель принял этот спектакль. Мы потом возили его и в Москву, и везде он получил отклик. И потом, мало того, мы даже когда этот спектакль показывали в театре САЦ на фестивале «Видеть музыку», ко мне подходили и говорят, а почему спектакль, так сказать, не на золотой маске? Я говорю, есть вопросы, по которым не я отвечаю, это критики. Критикам нужно что-то кверх ногам, чтобы было кверх ногами. А у нас был интересный, философски поставленный спектакль, очень музыкально. Вот, и действительно, зритель очень хорошо принимает этот спектакль. Но он, опять же, не нарушает музыкальную драматургию. Для меня это очень было важно. Это был тот первый эксперимент, который я после дальше я уже знал, что можно какую-то следующую работу сделать. И я очень горжусь спектаклем «Сказки Гофмана», потому что я давно мечтал поставить этот спектакль. В чем сложность этого спектакля? В том, что все спектакли, которые я все равно видел где-то в других театрах, он идет, этот спектакль в театре Станиславского, совершенно другой спектакль. Вот. И нам нужно было сделать совершенно свой вариант. Для меня было очень важно, чтобы этот спектакль также держал все время зрителя. Потому что он очень философский спектакль, очень сложен вокально. Вот. И в этом отношении меня удивила труппа. Потому что оказалось, труппа, вот после того, как мы сделали «Тоску», она была готова к этому спектаклю. Вот этот следующий шаг, я видел, как растет труппа. И получилось так, что Илеша Петров, который сначала исполнял всех злодеев, он смог осилить эти сложнейшие роли, спеть. Мы начинали с того, что в этом спектакле сначала репетировал Анатолий Журавлев, потому что у него крепкий тенор, и там довольно очень сложная партия. Если бы не было его, я бы, может, не взялся бы за этот материал. Но я поверил в то, начали работать, а потом и Борис Калашников подошел, сказал, на меня ложится этот материал, послушайте меня. И у него действительно получился очень хороший Гофман. Мы даже возили его в Москву, он в Москве показался, очень интересно, кстати, был отмечен. Я считаю, что вот именно когда так сложилось, что вот и следующий актер вырос, и удачно раскрылась там Анастасия Марараш, которая удивила Москву, потому что она оказалась такой Олимпией, когда просто Москва не поверила. У вас такая Олимпия, у нас в Москве такой нету. То есть вот как-то так получается, что вот, конечно, мы, когда берем материал, получится, не получится, этот споет, не споет. Но все-таки, когда вот актеры справляются и на высочайшем уровне, когда зрительный зал после ее исполнения арии Олимпии просто не давал нам дальше продолжать спектакль, это говорило о том, что, значит, мы все сделали правильно. И говоря о том, что там есть сложнейшие роли, в которых и Ольга Александровна наша блистала в роли Джульетты, и прекрасно Алена Ладыгина исполняла роль Антонии. Естественно, сложился вот такой и Максим Поли, который прекрасно исполнял роль отца Креспеля. И так сложился вот такой актерский ансамбль, который вот этот спектакль держит. И я очень горжусь этим спектаклем, потому что вот даже то, что у нас сейчас спектакль записали на канал «Культура», он же сейчас идет на канале «Культура», записан, это говорит о том, что и зрители пишут, и сейчас уже спектакль посмотрела, сейчас только вот после канала «Культура» где-то около 180 тысяч зрителей. И все присылают очень положительный отклик, им очень нравится спектакль. Поэтому я могу гордиться этой работой. Ну и следующие работы, потому что там дальше был и «Любовный напиток», который получился очень озорным спектаклем, и мне он очень нравится. Вот. И, естественно, и «Принцесса цирка», «Бабий бунт», который на ура приняли зрители. А сейчас вот и последняя работа, которую мы сделали, это «Месть летучей мыши». Я очень волновался, этот материал очень коварный. Дело в том, что «Летучая мышь» настолько заезженный материал в театрах.
Идет два варианта в последнее время. Идет русский вариант с текстом Эрдмана, который это чисто русский вариант. И есть немецкий вариант, который переведен на русский язык, который сейчас в основном ставят в Москве, в Питере. Немецкий вариант очень скучный. Дело в том, что менталитет нашего зрителя, менталитет зарубежный, это фактически комическая опера. И, конечно, с одной стороны, очень сложный музыкальный материал, с другой стороны, очень надо все время держать зрителя. Если зрители там, кстати, ориентируются на немецкий вариант, в основном слушают музыку, у нас в основном ориентируются на текст, на интригу. И вот Эрдману удалось создать очень интересный такой вариант, этот самый, который, знаменитый фильм, где играет Соломин, он снят по Эрдману. Вот, и зрители очень любят. И мне очень хотелось соединить эти два варианта. Потому что, чтобы с одной стороны зрителям залу было интересно, нашему Сыктывкарскому, потому что он любит русский вариант, а он уже так затаскан везде, и вот такие штампами оброс. А с другой стороны, чтобы был аромат Вены, потому что, какого-то такой вот, все-таки хотелось какого-то праздника. И я считаю, что во многом это удалось, потому что мы сделали такую рождественскую историю, для того, чтобы получился красивый спектакль, такой, как будто все смотрим сквозь елку, сквозь иголки. И художник сделал очень красивое оформление. И плюс наши актеры очень довольно прилично все музыкально справились с этим материалом. Я доволен работой актеров. Немножко чуть-чуть надо бы подсократить где-то тексты, время другое, более динамичное время, а все-таки в театре хочется, чтобы также динамично развивался сюжет. Но это очень сложно, потому что резать Эрдмана рука не поднимается. Хочется, чтобы Эрдман звучал во всей красоте, потому что там настолько вкусный текст с этой собакой Эммой, без которой я считаю, что летучие мыши сейчас просто неинтересно слушать. Зал ухахатывался, да, на этом моменте? Да. То есть по нарастающей растет. И плюс, просто тоже актерский ансамбль хороший сложился. Я очень доволен этим спектаклем. Жду, когда еще другой состав наш тоже полностью войдет, потому что не все, очень настолько сложный материал, а его играть очень сложно. Дело в том, что разговаривать в оперете очень сложно. Потому что надо уметь подавать текст, надо уметь подавать иронию. Вообще оперета всегда в театральных вузах идет на 5-м курсе. Потому что ее надо играть с блеском, иначе она не производит впечатления. Всегда в музыкальном вузе сначала проходит оперу, а потом уже играется мюзикл и оперета, потому что это наивысший пилотаж. Умение говорить, умение с вокала переходить на разговорный текст, умение также динамично и с иронией все подавать, прекрасно двигаться и так далее. Для этого нужен опыт. Не все пока владеют этим, пока готовим других исполнителей. Жду, когда у меня другим Эйзенштейном станет Борис Калашников, потому что он по психофизике может быть очень хорошим. Но надо научиться хорошо говорить. Сейчас будем доводить Борю, чтобы он мог сыграть хорошего Эйзенштейна. Я очень хотел бы, чтобы он тоже победил, потому что у нас есть очень яркие победы актерские. Потому что актеры должны развиваться. Одна из... То, что меня греет в этом театре, то, что у нас то один состоялся актер, другой там состоялся, третий в другом спектакле. И даже теряемся. Потому что один за одно получил, за другое, третий за третье. Это говорит, что театр развивается и труппа развивается. Плюс главное, что они хотят. Актеры очень трудолюбивые у нас, загружены до предела, потому что у них еще куча мероприятий, концертов. Выездные у нас постоянно эти концерты, которые их ждут везде актеров, любят. И, конечно, хочется, чтобы все достойно раскрылись и по возможности. Появился Никита Адалин, прекрасно показался. У нас сейчас в новом Дон Жуане, его даже отметили. Другие ребята тоже. И, конечно, хочется, чтобы каждый понемножку по-другому раскрылся. Илья Семенович, вы наверняка знаете вкусы местной публики. Какой он, наш искушенный зритель? Вы знаете,
И вообще я очень люблю вашего зрителя, вот, ну, кстати, и моего теперь, так сказать, Сыктывкарского, потому что он удивительно музыкален. И потом меня удивляет другое. Вот вроде город у нас небольшой, да, потому что есть миллионные города, 1,5 миллиона городов там и так далее. Но есть драматический театр, есть музыкально-драматический театр, есть филармония, есть оперный театр, в котором идет еще и балет. Плюс еще столько кругом, кстати, приезжих артистов. И везде зритель есть. И он все смотрит. И он с удовольствием на все ходит. У вас настолько театральный зритель, это я вам честно скажу, я просто поражен. Две вещи меня удивились, когда я приехал в Сыктывкар. Это прежде всего то, что оказалось, вот здесь столько прекрасных голосов, которые вышли из Сыктывкара, то есть певцов. Это просто, ну, просто целая плеяда. Это Иванеев, Цанга, это Селиверстова, которая поет сейчас в Вене. Это настолько огромное количество басов, которые поют в московских. И сейчас в Большом театре только что слушал Влада Попова. Я еду сюда, и, кстати, я очень хорошо знаю по театру Станиславского, где он начинал в хоре еще, потом заканчивал в центре Вишневской. И вдруг встречаю его в самолете, говорю: Влад, а ты что здесь? Он говорит: а я здесь родился. И он сейчас поет и в Екатеринбурге в оперном театре, и уже спел, он меня приглашал только что в Борисе Годунове в Большом театре. То есть растут как на дрожжах вот актеры, которые вышли отсюда, очень много. Говорит о том, что очень хорошая вокальная школа. То есть именно основа вокальной школы, очень хорошие ребята, очень быстро вырастают в настоящих актеров. То есть настоящие. Ну и естественно, это говорит о том, что раз музыкальных много, сказать, традиций здесь, соответственно, и зритель ходит. У нас и прекрасная программа была только что сделана, классика в стиле так, рок, на которую просто пол битком зал, и люди там просто фонарями помогали оркестру на сцене. У нас главный дирижер играл на скрипке и сам вел эту программу. И просто на любую, все, что не есть, все приходит и им нравится. И потом самое интересное, они в конце встают и аплодируют. Это не в каждом театре увидишь. То есть зритель, который очень любит театр, любит музыку и фактически идет на все. Приехали драматические актеры, опять битком в залу. Я говорю, это говорит о том, что очень высокий уровень, сказать, зрителя, восприятия. Они любят театр и очень, сказать, любят любой жанр, который... Даже вот мы очень сотрудничаем здесь с цирком, который есть у вас местный, так сказать, у него есть своя программа, такой цирк, как же он называется? Театр огня. Театр огня, да. Они участвуют у нас в спектакле «Принцесса цирка», мы с ним очень дружим. И я не сходил несколько на их спектаклей, полный зал. И дети, вот такие малюсенькие дети, с удовольствием танцуют, подыгрывают им там. То есть уже с ранних лет они уже в театре, они уже любят театр. А когда была пандемия, для меня был вообще шок, когда показали кадр, что мальчик какой-то рвется в театр, хочу в театр, а он закрыт. Это говорит о том, что люди любят театр и по-настоящему его оценивают, им нравится. Ну, кому-то нравится более традиционный, конечно, репертуар, кому-то более современный. Но молодежи стало очень много в театре, для меня это очень приятно. Потому что действительно, ну, это, так сказать, мы же потом, так сказать, вырастаем все, так сказать, приходят другие, а молодежь, которая приходила, она вырастает, своих растет, и те тоже придут в театр. И вот такие традиции театральные, они в городе очень высокие, и меня это очень радует. Какое будущее у театра как такового, у нашего театра? Ну, я думаю, что театр будет в будущем. Конечно, театр – это отражение жизни. Вот сейчас какие-то вещи, конечно, театр развивается экспериментами и так далее. Какие-то вещи потихонечку идут. Да, вот у нас тоже в жизни очень много экспериментов. Так, получилось, там поэкспериментировали, по башке получили, там поэкспериментировали тоже, да. Вот. Была бы более высокая культура юриспруденции, там какой-то дипломатическая культура или так далее, педагогическая культура, может быть, мы каких-то ошибок избежали бы. То же самое и в театре. Он развивается, но приходит к каким-то очень основным вещам. И мне кажется, что будущее театра
как раз в каком-то очень глубинном раскрытии. Потому что театр все равно выйдет на какой-то другой уровень. Растет технологическое оснащение театра. И это очень важно, потому что, например, в спектакле «Пиковая дама», который мы показывали, там мы пошли просто на откровенно такой технический эксперимент. У нас 3 экрана, 3 карты, 3 экрана, и специально покупали 3 проектора, на которые была составлена по драматургии своя программа. У нас был очень хороший художник контента. Вот. И мы ставили спектакль, в котором практически ничего нет на сцене, но он должен заражать эмоционально своим видеорядом. Сейчас визуальный ряд очень важен для современного театра, и много сейчас используется. Театр, в котором одни декорации практически сейчас уже уходят. Будут какие-то современные технические вещи, которые оснастят театр, выведут на другой уровень. Но основа останется драматургия, эмоциональное восприятие того, что есть. Форма будет меняться, она немножко будет другой. Вот в этом, мне кажется, будущее театра, он будет развиваться. И это не надо этого бояться. Конечно, некоторые приходят, вот, а старый спектакль, такие костюмы были. Ну, сейчас костюмы тоже другие, они более современные, да. Некоторые спектакли, например, наш Дон Жуан идет вообще современных костюмов. Сначала шок, а потом люди привыкают, а молодежи это нравится. То есть он разговаривает, вот мои современники на сцене с теми же проблемами. Естественно, все развивается, все. Мне кажется, также театр будет развиваться. Вот. И я надеюсь, что больше и больше молодежи будет в театре, потому что молодежь – это то, что есть будущее театра. Они приведут потом своих детей в театр, и театр будет развиваться дальше. А новый виток развития все-таки даст новое здание, я думаю. Да, а это вот будет. Это немаловажно. Вот мне хотелось бы сказать, что, естественно, вот мы сейчас часто гастролируем, и приезжаешь вот в тот же Ижевск, а там оркестровая яма поднимается, опускается, а там великолепный свет, а там театр уже, дворец, туда хочется приходить. Конечно, мы любим свой театр, но так хочется, чтобы он превратился уже в какую-то сказку, он превратился в другой театр, когда будут технические другие возможности, которые дадут нам выйти вообще на другой уровень по техническим возможностям. Представляете? Ведь в некоторых театрах сейчас один планшет сцены уезжает, и декорация прямо наезжает на сцену. Или там все крутится. Я в свое время, мы проходили практику и ездили в Будапешт. И там были в театре оперетты, знаменитом на весь мир. Они сделали реконструкцию театра. И в ней участвовал главный режиссер этого театра, вот, который делал, там идут и оперетта, идет и мюзикл. И что он сделал? Он настолько технически оснастил этот театр. У них, например, сцена в середине проваливается или потом поднимается. У них над оркестровой ямой кружится 2 такой пропеллера, на котором стоят актеры. У них там открытый огонь используется, то есть сделано так, что это не опасно. То есть настолько технические возможности. И, естественно, это производит впечатление, эффект, потому что это, естественно, зрители хотят всегда удивляться чему-то в театре. Интересно, это шоу. И в то же время шоу с мыслью, которое как бы хочется с хорошей музыкой и так далее. Конечно, вот хочется, чтобы наш театр претерпел, так сказать, реконструкцию, появился прекрасное фойе, прекрасный буфет. Чем мы мечтаем, чтобы в нашем театре была хоть какая-то малая сцена. Потому что мы задыхаемся, у нас балет сейчас очень вырос, им нужна своя площадка. Вот. А это позволило играть какие-то камерные спектакли на камерной сцене в дальнейшем, в то же время использовать как репетиционное помещение. Это сделали в московских и других театрах, это сделали. Вот например, я же работаю в театре Станиславского, там есть малый репетиционный зал, в котором играются камерные спектакли, там целые эксперименты делаются, и в то же время это существует как, кстати, возможность репетировать для балета, там, для оперы и так далее. Потому что у оркестра должен появиться свой отдельный зал, в котором они могли бы собраться, не мешая на сцене, потому что там это мероприятие, прорепетировать. То есть, например, в новой опере у них есть свой репетиционный громадный класс, в котором сидит весь оркестр, там хранятся музыкальные инструменты, и они каждый день могут репетировать там. Мы такой, к сожалению, возможности не имеем. Это же все влияет на качество и так далее. Потому что, например, в театре Станиславского спектакль, прежде чем выпустить, 20 репетиций, как минимум, должно быть с оркестром. Мы такой возможности не имеем. У нас оркестровая яма, которая разрывается на части, у нас и наши спектакли идут, репетиции, у нас мероприятия проводятся.
Вот сейчас колледж выступает, им тоже нужна площадка, понимаете. Нет, что мы придумали, мы сделали свою систему, когда мы закрываем оркестровые ямы и открываем. Это очень трудно, конечно, для монтировщиков, но тем не менее это позволяет сейчас играть некоторые спектакли. У нас 2 спектакля идут на закрытой яме. Это «Фиалка Монмартра», спектакль, очень удачный, я считаю. И вот последний спектакль. Для чего я это сделал? Дело в том, что если даже станет на реконструкцию, в дальнейшем мы мечтаем об этом театр, мы в дальнейшем можем играть спектакли на любой площадке, где нет оркестровой ямы. Мы приехали в Киров, там нет оркестровой ямы, а зато есть площадка. Мы оркестр посадили на сцену, сыграли спектакль. То есть здесь пытаемся как-то крутиться для того, чтобы в дальнейшем дать возможность нам построить нашу мечту, нашу сказку. А, кстати, об этой реконструкции мечтала еще и Ия Бабуракова. Есть даже кадры, мы когда-то мы делали про нее передачу, у нас было целые кадры, мы делали концерт, посвященный ей. Там она говорит о том, что мечтаю, что прошла реконструкция театра. Еще тогда она мечтала, что театр превратился в другой, более современный, красивый. Потому что это все равно, театр – это показание уровня определенной, так сказать, культуры и положения. Недаром такие красивые всегда театры в Вене, в Москве, в Питере. Сейчас вот даже Маринка 3 сцены имеет, и каждая сцена – это шедевр просто. Один в современном ключе сделан, в старинном ключе. Но это везде, это дворец, это люди туда приходят, они ощущают себя по-другому. Это уровень определенной республики. Мне хочется, чтобы республика гордилась красивым театром. Йошкар-Оле какой театр построили. Успели, а мы не успели.